Приветствую, многие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 15 января. Это у нас с вами четверг. Мы будем смотреть на колоде пасьянс. Это цыганский пасьянс. Все знаки по очереди от овнов до рыбок. Посмотрим события, которые вам приготовил этот день. День у нас с вами обещает быть позитивным. Почему? Потому что идет под арканом звезды. Под влиянием этого аркана мы с вами складываем 15.01.2025. 151, 225, получается 17. Поэтому у нас, видите, аркан звезда влияет. А это всегда надежда, мечты, желания, исполнение желаний. Это романтичность. Очень часто у нас под влиянием аркана звезды нам хочется отложить в сторону дела, сходить на свидание, провести какой-то романтический ужин дома с любимым человеком. В общем, нас больше тянет на романтику, мечты, желания. Да, вот и больше вот этот сказочный мир, чем в дела, заботы и работу. Ну, сейчас посмотрим, что нам покажут еще карты. Первые овны. Я думаю, что сегодня должен часто выпадать цветочек, потому что тут есть такое событие, цветочек исполнения желания. Вот он должен выпадать. Смотрим, овны. 15 января. 15 января, четверг, события дня. 15 января, овны. Маска. Ну, маска в данном случае может как раз показывать не свое негативное, а позитивное значение. Гости. Лавровый венок. Подарок. Победа, подарок. Может быть, как вариант, еще знаете, что обман может быть связан со временем. Мы вообще по карте звезда со временем не очень будем дружить в этот день. Любовь. Любовь, да. Любовь, согласна. А время нет. Так, ну проверяем теперь, значит, что у вас здесь. Змея еще есть. Ну, возможно, кто-то вам сделает какое-то замечание по поводу времени. Змея. Весы нельзя, чашечка держит эту карту. Здесь нет. О, у вас цветочек выпал буквально вот соседние, да, ряды. Вот если бы они поменялись или здесь местами, можно было бы соединить. Вы как бы уже в полушаге от исполнения желания, скажем так. Значит, смотрите, что выпадает на этот день. Гости выпадают. Гости, подарки, успех в делах, любовь, романтика. Какая-то может быть проблема со временем. Допустим, там встречи могут переноситься, откладываться, задержки могут быть. Змея – это чье-то такое острое замечание. И маска – обман. Но опять же, там маска может по-разному проигрываться. Может быть, там, не знаю, обман был связан со временем, да, что-то там перепутали. Может быть, это неумышленный обман какой-то. Так что вот такая информация для вас на четверг. В целом, в принципе, очень много позитивных событий. Благодарю за внимание. Мы переходим к тельцам. Так, сейчас я складываю так, чтобы не повторялись. — 15 января. Тельцы, события дня. Тут видите, и сердце и такое складывается.
Но я первое увидела это, давайте оставлю это. Если вы увидели сердце, где два, а не где одно, тогда у вас проиграется любовь. Деньги. Мешок с деньгами. Книгу нельзя. Подарок. Угу. Маска. Кстати, вот тоже как вариант, маска, возможно, в этот день, знаете, как будет проигрываться желание сходить к косметологу, сделать какую-то масочку, чистку, потому что по звезде нам хочется быть красивыми. Вот, может быть, потому что у Овнов тоже выпала маска, у вас выпала, может быть, она здесь больше нам будет такое значение показывать. Метла. Так, ножницы. Угу. Угу. И неприятность. Одна есть неприятность. Значит, смотрите, что на этот день выпадает. Общение с друзьями выпадает, дружеская встреча, подарочки какие-то, мешок с деньгами. Ну, тут скорее расходы. На расходы. Встретились с друзьями, возможно, там потратили какие-то деньги на развлечения. Дальше неприятная ссора. У вас будет в этот день, с кем-то можете поссориться, выяснять отношения. Обман и решение вопроса. Ну, может быть, конечно, обман может и сюда относиться, да, открывается обман и выясняются отношения. Но, может быть, маскам также может проигрываться, как там поход к косметологу, в том числе под влиянием аркана звезды. Ну и из хорошего еще решения вопросов. Поэтому из хорошего решения вопросов подарки, дружеское общение, из негатива вот эта ситуация. Ну, в принципе, любой ссоры всегда можно избежать при желании. Так что вы можете эту ситуацию обойти стороной. Для этого мы с вами расклады и делаем. На день, чтобы вы как раз от этих неприятностей уходили. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. 15 января. 15 января. События дня. Близнецы. Близнецы. Что я ничего не вижу. Якорь. У вас за весь день один якорь выпал. И опять маска, представляете? О, и цветочек. Вот вы у нас первый знак. Кому выпал цветочек, который я, в принципе, жду у каждого знака. Змея также еще есть. Змея. И проверяем, значит, вертикали. Нет, 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 нет. И здесь тоже нет. Получается 4 события. В четверг первое событие был якорь. Показывает, что в этот день вы где-то заякорились. Это может быть как дом, так и работа. То есть нет никаких событий. Все ваш кораблик стоит на якоре. Мы видим, да, вот пустота, ничего нет. Дальше может быть обман в этот день. Маска. Опять же, маска, когда она идет под влиянием звезды, ну и не обязательно, может также показывать посещение косметолога. Маска. Может показывать посещение театров, кинотеатр, театр, то есть там, где люди играют роли, тоже может быть маска. Поэтому, может быть, в вашем случае так проиграется. Дальше. Исполнение желания в этот день, что очень соответствует и перекликается с арканом звезда. Поэтому желание может быть исполнено. И также вы можете еще общаться с человеком змея.
да, который, ну, характеризуется как змея. То есть может, например, нападать, жалить, критиковать, делать какие-то замечания. Но есть такое маленькое но. Иногда этот человек в нашу сторону не проявляет эти черты характера. Ну, то есть с нами он достаточно милый, спокойный, общительный, но он такой по своей природе. Поэтому тут будет ли эта змея брызгаться ядом в вашу сторону, ну, как говорится, поживем, увидим. Но так как рядом не выпадает негативных событий, обычно вот из практики, если выпадает змея и рядом выпадает, ну типа там неприятность, либо какая-то негативная, там ссора может выпадать, тогда да, скорее, да, вот идет в вашу сторону агрессия. Если вокруг ничего нет, часто это просто общение с таким человеком. Вот такая информация для вас. Смотрим дальше. Дальше у нас будут раки. 15 января, раки, события дня. Раки, 15 января, четверг. Угу. Первое — слезы. Ну, пока не расстраивайтесь, слезы могут быть и радости. Тем более с хорошим арканом. Сейчас мы посмотрим рядышком. О, вот он, цветочек. Хорошо. Вам тоже повезло, у вас он выпал в раскладе. Скорее всего, исполнение желания и слезы радости от этого желания. Такое ощущение, знаете, что я как будто бы здесь что-то пропустила, вот по ощущениям. Весы. Тут может еще быть кровать, где весы. Тайная встреча. 2 кольца. Не вижу больше совпадений. Получается 4 события. Первое было слезы, второе — исполнение желания. Ну, скорее всего, это одно событие. Исполняется желание, и вы счастливы, довольны. Дальше будет у вас сложный выбор в четверг, весы. И может быть тайная встреча с кем-то. Еще в этот день тайная встреча, свидание. Но самое главное, что это будет от кого-то скрыто. Еще может проигрываться наоборот, когда от нас в тайне кто-то где-то с кем-то видится, встречается и пытается от нас это утаить, эту информацию. Но опять же, чаще всего по кольцу эта информация открывается. Так что вот в принципе такие события для вас. Самое главное, что выпал цветочек. Благодарю за внимание, и переходим мы с вами ко львам. — 15 января, лев, четверг, события дня. — 15 января, четверг. Левушки, события дня. Что у них будет за день? Какие события будут? Покажите мне. Угу. Молния, первое событие. Яблоко, чемодан, так, смотрим.
Смотрим, значит, что здесь. О, есть сундучок. Сундучку всегда рады. И здесь нет. Получается тоже 4 события. У нас прям сегодня четверочка. Главное. Значит, первое событие – молния. Молния – это всегда приходит информация. Чаще всего это в электронном виде. Ну, типа там смс, какая-то смс, типа в телеграм-каналах новость. И эта новость, она для нас как гром среди ясного неба. Ну, то есть она может прям шокировать человека. Поэтому ждет какая-то вас такая информация в этот день. Могут быть слезы и разлука. С кем-то можете расставаться в этот день. Опять же, это не значит, что навсегда. Может быть, человек приезжал в гости и уезжает на чемодан. Ну, может быть, конечно, у кого-то проиграется и навсегда в этом расстаете. Кто знает, да? Поэтому тут вот как проиграется, как говорится, поживем, увидим. И еще одно классное событие – это финансовые поступления, сундук. Поэтому вот такие новости. Деньги, новости будет какая-то интересная и будет разлука, расставание. Либо еще, знаете, как может быть встреча после разлуки. Если вы долго были отдельно с кем-то, жили отдельно, то вот может быть еще встреча. Вот так. Благодарю за внимание и переходим дальше к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев. Девы. 15 января, четверг, события дня Девы. Угу. Победа. Может быть победа в каком-то конфликте, споре. С кем-то будете спорить в этот день и переспорите. Якорь. Ну, может быть, как вариант поставить точку в длительном споре, в длительном конфликте, да, вот с хорошим результатом для себя. Также может быть дорога. Ну, дорога скорее уже, видите, вторая половина дня. Кстати, якорь с дорогой, если рядом, то может быть дорога дальняя. И еще может быть, знаете, что якорь — это когда мы долго находимся в транспорте. Ну, допустим, мы там едем на автобусе, на поезде, летим на самолете, либо в машине, может быть, далеко куда-то едем. Да, вот якорь и дорога. О, есть еще лебедь. Может быть, даже парой. Да, вот дорога, якорь, лебедь. Здесь нет, и здесь нет совпадений. Получается, у вас в этот день карты показывают, могут быть с кем-то ссоры, споры. У вас может быть победа в работе, в делах, хорошие результаты. Якорь показывает, что вы где-то будете долго находиться в одном месте. Дорога может быть. И гармоничные отношения в паре. Так что даже если у вас эти ссоры будут и в паре, то видите, к вечеру все уже должно наладиться. Но может быть это, допустим, в паре будет все хорошо, а ссоры где-то там, не знаю, на работе, в делах, с друзьями, да где угодно, с родителями. Так что, в принципе, если избежите ссоры, то у вас день очень даже позитивный. Благодарю за внимание, девы. Переходим. Кто у нас идет? Весы у нас идут следующие. Так, поехали, смотрим весы.
События дня. 15 января, четверг, весы. 15 января, четверг, весы. Угу. Победа. Корону нельзя. Корабль. Ножницы. Тут два варианта. Смотрите, есть книга и есть два кольца. Тайная встреча. Я первую книгу увидела, поэтому я ее оставляю. Если увидели два кольца, тогда будет тайная встреча у вас. Бокал. А у вас что-то все про дела. Вообще этот день достаточно такой, знаете, больше посвящается любви и романтике, но как-то у вас нет. Значит, мешочек нельзя. Нет, нет, нет. Не вижу, не вижу и не вижу совпадений. Получается в этот день, смотрите, что выпадает. Казенный дом, госучреждение, работа еще может быть, работа, госучреждения, решение вопросов, победа. Решаете какие-то вопросы для себя с хорошим результатом. Отмечаете застолье и ожидание, корабль ожидания. То есть, скорее всего, ждете результата. Допустим, сделали что-то и ожидаете результата, и результат приходит хороший. Так что для вас классный день будет именно в делах этот день. Звезда. Решение вопросов и победа. Так что такая вот информация для вас. Благодарю за внимание и переходим к скорпионам. Сейчас будем со скорпиончиками разбираться. Скорпионы. 15 января. Скорпиончики, четверг, 15 января, события дня. Так, смотрим, что для вас приготовил этот день. Угу, сразу бабочка выпала. Любовь, два сердца. Якорь. Ну, у вас, видите, у вас хорошо. У вас идет синхронизация, да, с картой дня, с этой звездой. Потому что звезда — это как раз про любовь и романтику. Змея. Корабль. Ожидание, любовь. Нерешенный вопрос. Вот у вас как раз, видите, дела не решаются, зато в любви все хорошо. Угу. Также есть еще подарок. Здесь нет, здесь нет. Во, есть еще и верность. Любовь, верность. И знаете, что тут? Здесь нет ничего. Цветочек. Буквально вот одно по диагонали выпали карты. В полушаге от исполнения желания вы оказались, скорпионы.
Значит, смотрим, в четверг у вас может быть какой-то деловой разговор, ну, это деловой, рабочий, связанный с делами. Разговор и подарок выпадает в этом разговоре. Дальше ожидания в этот день у вас будут. Любовь, гармония, верность, то есть все хорошо в личной жизни. Нерешенный вопрос в делах, видите, ничего не решается. Оно, где ножницы у нас с вами? Первая полоса. Ага, и вот она, да, получается, это отсюда. Ну, тоже вот решение вопроса тоже, в принципе, уже скоро. Но не в четверг. Ни вопросы не решаются, ни разговор ничем, наверное, не заканчивается. Дальше якорь. Якорь это как пауза, да, как что-то держит, что-то не дает вопросам решаться. Якорь, пауза, остановка, точка может быть. И змея это общение с человеком, у которого длинный ядовитый язык. Ну, у вас, в принципе, тоже жало есть, поэтому тут, конечно, веселенькое может быть общение. Ну, хотя не всегда змея вот к нам вот этот яд свой, да, как-то проявляет в нашу сторону. Иногда это просто общение, просто разговор, допустим, да, вот этот же. Ну, человек вот такой, острый на язык. Ничего ты с этим не поделаешь, поэтому его показывают как змею этого человека. Такая информация для вас. То есть у вас тут делаем выводы. Все хорошо в любви, но не очень хорошо в делах. Нерешенный вопрос, пустые разговоры. Поэтому такая вот информация для вас. В общем, на четверг лучше никакие дела не намечать, скорпиончики, а заниматься любовью. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Это что все время сбиваете? Знаки зодиака. Так, стрельцы. 15 января. 15 января, четверг, события дня. Стрельцы. Солнце у вас сразу первое выпадает. Хорошо. О, и цветочек. Вы у нас тоже одни из везунчиков. Весы. Угу. Колодец, к сожалению. Это у нас неприятное событие. Деньги. Ага, тут понятно теперь, с чем связана эта печаль. Она связана со временем. Ну, в принципе, я в начале видео предупреждала, что звезда... А может быть, я забыла сказать, что звезда это как раз тот аркан, который по времени, да, нам все время как-то мы можем затягивать ситуацию, откладывать на завтра, послезавтра. Поэтому со временем мы здесь дружить не будем. Это вот как аркан умеренности есть, там по времени постоянно проблемы. Вот так и аркан звезда. Поэтому тут вот, конечно, если какие-то важные встречи на определенные там час и минуту, то тут может быть сложно. Так, флаг. И здесь нет. Значит, смотрите, что выходит. Получается, солнце, радость будет в этот день, исполнение желания. Ну, может быть, это одно событие, исполнение желания, радость, сложный выбор, деньги, ну, чаще расходы по мешку, покупки какие-то, расходы. Дальше по времени разочарование, печаль, что-то где-то не успели, перенеслось еще что-то. В общем, время, печаль, победа в работе, в делах и гармоничные отношения в любви, в паре.
любовь показывает здесь. Ну, в принципе, я говорила, что когда аркан звезда, у нас всегда все хорошо в личной жизни и все хорошо с исполнением желаний. Но не очень хорошо с делами. В вашем случае повезло, у вас в делах выпадает победа. То есть у вас и в делах хорошо. Но минусом идет время. Вот такое предупреждение. Так что, может быть, в этот день не стоит, да, вот как-то там конкретизировать какие-то встречи, договариваться там условно, да, там давай перед встречей как бы уточним, там успеваю я, не успеваю, чтобы не было конкретики. Тогда, может, все и обойдется. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим мы с вами к козерожкам. Козерожки у нас люди деловые. Сейчас посмотрим. 15 января. 15 января, события дня, козероги. Угу. Первое событие сразу у вас подкова. Удача. Якорь. Месяц. Угу. Надежда, подсвечник. Ну, подсвечник это может быть еще и романтика. Победа. Вот у вас, видите, все в делах у вас тут хорошо. Вам повезет, удача. Ключик. Но опять же, ключик тоже говорит о том, что это все в ваших руках, благодаря вашим усилиям. И весы. Так, значит, смотрим, что получается. Удача, сразу же первая выпала, говорит о том, что вам будет вести в этот день. И в вашем случае везет вам именно в делах. Если другим знаком больше везет в личной жизни, у вас, видите, больше это, скажем так, отпечаток дает на работу и дела. У вас, если вы возлагаете надежды на какой-то результат в этот день, то он однозначно будет, выпадает победа. Победа и ключ. Да, то есть это что-то важное. Или ключ может показывать, что это ваши приложенные усилия дают эту победу. Ну, ваши усилия плюс немножко удачи, да, вот это и как бы результат. Сложный выбор будет еще в этот день. У вас будет событие, которое имеет цикличность и постоянно повторяется по месяцу. И якорь показывает, что, возможно, вы поставите какую-то жирную точку в этот день в вопросе, который много раз уже повторялся. Вот, это типа, знаете, как, например, суды, да, вот победа там уже 1, 2, 3, 5, 10, и вот наконец-то там 11 суд, победа, точка, якорь. Ну, да, в таком духе может быть. Или там переговоры. Раз встретились, поговорили, 2 поговорили, 3, 4, на 5 раз якорь, да, вот уже событие, цикл, 5 раз встречаемся, вот наконец-то на 5 раз поставили точку, наконец-то результат. Ну, то есть вот что-то вот такое, мне кажется, тут может вместе проиграться. Но опять же, тут не последнюю роль сыграет ваши действия и удача. Так что для вас этот день обещает быть удачным именно в работе и в делах. Благодарю за внимание, козероги. И переходим мы к водолеям. «15 января». Да что такое? 15 января. Водолеи. События дня. Четверг. Покажите, как для них пройдет 15 января.
Угу. Любовь. Ну, у вас тут звезда как раз дает больше плюсиков в отношениях. Так, здесь идет будильник и якорь. Остановка по времени какая-то. Остановка во времени. Домашние дела. Гости. Может, к вам гости приходят на определенное время и надолго. По якорю они могут очень, допустим, полдня могут у вас провести. Дорога. Или вы едете. События, гости. Да, еду в гости на определенное время надолго. Может быть, там с любимым человеком. Угу. Деньги, прибыль. Тоже хорошее событие у вас. Корона. Подкова. Может быть, тоже вот встреча с каким-то важным человеком. Корона всегда показывает статус, влияние на определенное время. Да, по будильнику еще может быть встреча в определенное время. Так, не вижу совпадений. Нет, нет, нет и нет. Значит, смотрим, что у вас выпадает. Я рассказываю каждое событие отдельно. Не будем, да, все это переплетать в историю. Вдруг у вас будет как-то по-своему. Если брать отдельно события, это любовь, это финансовые поступления, дорога, гости, домашние дела, какая-то проблема со временем, будильник. Якорь, остановка, точка, где-то надолго задержали, что-то доделали там и так далее. Корона, общение с важным влиятельным человеком, статусным, и удача. Поэтому вот как бы очень похоже на то, что вы едете куда-то, на какую-то, может быть, важную встречу с этим человеком. Она придет удачно, на определенное время и принесет вам прибыль. А гости, да, вот пойдете вместе с любимым человеком. Ну, может быть так. Ну, в общем, посмотрим, как проиграться. Но в целом все события позитивные. И это очень хорошо. Единственное предупреждение – это время. Так что здесь такая вот информация для вас. Смотрим дальше рыбок. Пятнадцатое января. Рыбы. События дня. Пятнадцатое января. Рыба. События дня. Пропустила подсвечник первое. Цепь. Надежда на нерешенный вопрос. Деловая встреча. У вас, наверное, есть надежда, что в четверг решится какой-то вопрос, который вы решить не можете. Время. Встреча будет на определенное время, скорее всего. Неприятность. Что-то по времени там будет какая-то проблема. Или она перенесется, эта встреча, или вы не успеете. Слезы. Либо еще может показывать, что в этот день конкретно не получается, да, не решается вопрос. Надо ждать время. Удача.
Вы скажете, ну хорошенькая удача, да, вопрос не решается. Ну, кто знает, может быть, это и удача, знаете, как время покажет. Может быть, если бы этот вопрос решился в этот день, то это бы было бы плохо в будущем. А так как это решится в другой день, в будущем для вас это будет хорошо. Мы не знаем, да, вот как говорится, пути Господни неисповедимы. Поэтому тут иногда то, что тебе кажется не очень удачным, впоследствии потом оказывается, что так... Ну, вот видите, Лянь тут идет. Казенный дом, важный человек, очень похоже. Очень похоже на какую-то, ну, гиперважную встречу. Казенный дом, влиятельный человек, встреча, определенное время, надежда на эту встречу. Но неприятность, слезы, нерешенный вопрос. Да? Вы уходите, шли с такой надеждой, а выходите ни с чем. А карты говорят, а это удача, понимаете? Цыпленок еще есть. Событий очень много у вас здесь. Прям сыпятся, сыпятся. Череп. У меня уже сердечки заканчиваются. 3 штучки осталось. Так, здесь нет. Проверяем. Здесь. Горизонталь, вертикаль я не вижу совпадений. Получается в этот день, если говорить отдельно по событию, надежда какая-то на этот день у вас есть, прям надеетесь, верите, что будет все определенным образом. Важная встреча на определенное время, неприятность, слезы, удача, госучреждение, влиятельный человек, семья, семейная жизнь, дети, забота о ком-то в этот день. Болезнь и нерешенный вопрос. Ну, болезнь здесь в данном случае может быть, например, проигрываться как из-за того, что вы будете переживать, потом будет, не знаю, там упадет давление, будет головная боль, сердце там будет покалывать. То есть тут может быть таким образом проигрываться. А может быть, нужно ухаживать за кем-то, да, вот цыпленок уход, может быть, там ребенок приболел, надо в больницу с ним сходить, да, вот, допустим, приболел ребенок, нужно идти в больницу к определенному специалисту, да, вот больница. Записались на определенное время, вот она эта встреча, но там вопрос не решается. Допустим, там вы пошли, а не знаю, там что-то произошло, этот специалист там не пришел, или его нет, или диагноз не поставили, да, вот, ну, нет того результата, на который вы рассчитывали. Ну, я не знаю, но это вот удача, понимаете, в центре говорит, ну вот так должно быть. То есть для тебя это плюс, просто вот имей это в виду. В общем, рыбки, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.